О том, что Турдакун Усубалиев когда-то был первым лицом Киргизской ССР, знает каждый гражданин. Однако не всем известно, что в его биографии было множество занимательных фактов, которые заставляют нас гордиться этим необыкновенным человеком. Например, именно он в 1961 году не дал произойти большой ошибки. Тогда страна развивалась бешеными темпами. Встал вопрос, откуда брать электроэнергию для новых заводов. Власти решили построить в Нарынской области невероятно мощную ТЭЦ, которая бы работала на угле и обеспечивала электричеством весь север Кыргызстана. Эта идея, придуманная кыргызскими инженерами, пришлась по душе в Москве, и даже началась разработка проекта. Тогда новоиспеченный председатель ЦК Компартии Турдакун Усубалиев пошел против всех. Он понимал, что от работы этой мощной ТЭЦ черные выхлопы отравят воздух в Нарынской, Чуйской и даже Иссык-Кульской областях. Благодаря ему от той идеи отказались, а взамен построили более экологичную Токтагульскую ГЭС. Пусть это будет первый факт, а мы пойдем дальше. Факт номер 2. Турдакун Усубалиев когда-то был очень беден. Он родился в семье бедного крестьянина в Нарынской области. Даже дом, в котором жил будущий лидер, сельчане построили в складчину. Факт номер 3. Усубалиева не взяли на фронт. Когда началась война, Усубалиеву было 22 года. Он несколько раз просился на фронт, но талантливого парня оставили в Москве кадровым партийным работником. Факт номер 4. Усубалиеву пришлось спасать столицу Кыргызстана от затопления. В 1959 году в столице произошло ЧП. Прорвало плотину реки Аламедун. Вода стала затапливать город. На площади собрались тысячи людей, которые остались без крова. Под руководством первого секретаря Фрунзенского горкомитета Компартии Усубалиева горожанам нашли жилье, выдали беспроцентные суды, помогли со строительными материалами. Факт номер 5. Именно при нем Бишкек превратился в настоящую столицу. До 60-х годов Фрунзе напоминал большую деревню, и только при Турдакуне Усубалиеве всерьез взялись за облик столицы. Из Москвы на эти цели выделялись огромные суммы. Именно тогда центр города одели в белый мрамор. Филармония, исторический музей, площадь Алато, площадь Победы, подземные переходы в центре города – все это появилось при легендарном политике. Горожане ласково называли его «наш прораб». Факт номер 6. Турдакун Усубалиев несколько раз заставил архитекторов изменить облик Белого дома. Изначально архитекторы Белого дома планировали сделать входы в здание стеклянными, но Усубалиев высказался против прозрачных дверей и стен. В итоге вместо них появились гранитные порталы с маленькими окнами и массивными дверями из дерева. Факт номер 7. При Усубалиеве в Кыргызстане постоянно строились новые заводы. В среднем каждые 1,5 месяца в стране открывалось новое крупное производство. Когда-то в Кыргызстане производили печатающие устройства, электронные игры, стиральные машинки, автосамосвалы и радиаторы. Факт номер 8. Турдакун Усубалиев был у власти 25 лет. Четверть века за рулем ЦК Компартии Киргизской ССР – это очень солидный срок. Пока он управлял республикой, в Москве сменились 5 лидеров – Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев. Факт номер 9. Сразу после отставки Усубалиева начали критиковать. Спустя несколько месяцев после того, как Турдакун Усубалиев оставил пост первого секретаря ЦК Компартии, его принялись осуждать. В докладе не содержалось ни только ни одного доброго слова в мой адрес. Более того, я был изображен как враг партии и народа. Турдакун Усубалиев об очередном 18-м съезде Компартии. Факт номер 10. Семья Усубалиева отказалась переименовывать улицы в его честь. Политик скончался в возрасте 96 лет. Недавно депутат Джугруку Кенеша Чыныбай Турсунбеков предложил переименовать центральные улицы Бишкека и Нарына в честь Усубалиева. Однако родственники выступили против, мол, сам Усубалиев никогда бы так не поступил. Однако депутаты Бишкекского городского Кенеша все-таки решили, что имя Усубалиева будет присвоено Старой площади.